Количество аварий, жертв ДТП на дорогах республики неуклонно растет. Статистика, причины и пути преодоления кризиса аварийности в сюжете Виталия Абрамова. С начала года произошло 909 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибли 114 человек. Причина в 80% случаев аварий банальна – нарушение ПДД водителями. Только вдумайтесь, с 1 января зафиксировано более 284 тысяч случаев нарушений ПДД. Одно из последних громких ДТП также произошло из-за несоблюдения. Водитель автомобиля УАЗ «Патриот» при выезде со второстепенной дороги налево столкнулся с автомашиной «Мазда Бонго», которая от удара выехала на полосу встречного движения. Пострадали 6 человек, и все это опять-таки человеческий фактор, тем более с участием маршрутного автобуса. Водитель, несмотря на то, что после столкновения со сломанной ногой, в шоковом состоянии, все-таки предотвратил опрокидывание автобуса и сберег всех пассажиров. Тогда все обошлось, но этим летом в Хабаровском крае страшное ДТП с 16 погибшими стало поводом делать выводы. В том числе о внесении в закон понятия «опасное вождение» и ответственности за это. Над самими автобусниками надзор ведется и достаточно серьезный. В республиканском ГИБДД идет большая профилактическая работа. Профилактические мероприятия проводятся тоже в плановом режиме. Операция «Автобус» намного стала культурнее, лучше. Что касается новых инициатив в виде поправок ПДД, то в настоящий момент идут широкие общественные слушания. Приверженцев за и против хватает. Понятие «опасное вождение» здесь и квалифицировать это очень конкретно, вот именно как, что именно опасное вождение, наверное, будет очень трудно. Так что нужно думать. Новые ужесточения в сфере дорожного движения, в том числе и вариант изымания автомобиля у повторно пойманных пьяных за рулем, возможно, и сыграют свою роль. Но, как показывает практика, все это явление временное. Нужно повышать культуру всех участников дорожного движения, а знание правил – это должно быть аксиомой. Виталий Абрамов, Дмитрий Сергучев и Евгений Лугинов, НБК «Саха», Якутск.